В эфире новости на Кармскалы ТВ. В студии Елена Ткачева. Здравствуйте. Чем запомнилась уходящая неделя для кармаскалинцев, смотрите в выпуске нашей программы. Заседание Совета муниципального района. Депутаты внесли изменения в порядок проведения конкурса «Самая благоустроенная усадьба». Республиканский молодежный фестиваль «Табын-фест» прошел в Татышлинском районе. Миграция, гражданство, паспортизация. Благоустройство общественных территорий села Кармаскалы. В информационном центре разыграли главный приз среди подписчиков. Центр занятости по Кармаскалинскому району приглашает 22 июля посетить ярмарку вакансий. На заседании Совета муниципального района, прошедшем на прошлой неделе в администрации района, были рассмотрены два вопроса. Следует отметить, что в рамках реализации закона Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан заседание проходило на башкирском языке. Кушаев Ильдар Кадырулы, 8-нче сайлау округы буенча депутат. Шайбаков Ринат Рамилулы, 18-нче сайлау округы буенча депутат. Персонаж составы буенча депутаттардың нинди тәртиптәре бар? Әгәр дә башка тәртиптәр булмаса, тауыш бирүгә турай. Депутаты внесли изменения в порядок проведения районного конкурса «Самая благоустроенная усадьба», который проходит ежегодно в преддверии народного праздника Сабантуй. Члены жюри будут оценивать внешний облик, благоустройство двора, ухоженность придомовых территорий, необычный дизайнерский проект, художественная выразительность и национальное своеобразие жилого дома, надворных построек. По итогам проведения конкурса будет предусмотрено одно первое место, одно второе и одно третье место. Также депутаты утвердили порядок финансирования за счет средств муниципального бюджета и нормы расходов при проведении мероприятий в сфере молодежной политики. В этот день с днем рождения поздравили депутата Совета муниципального района Риту Хисматуллину. Председатель Совета муниципального района Зульфия Кутлуева пожелала от имени депутатов и собравшихся здоровья, успехов в работе и в личной жизни. Республиканский молодежный фестиваль «Табын-фест» прошел в этом году в Татышлинском районе и собрал самых активных жителей со всей республики. Фестиваль был утвержден в целях укрепления связей и сотрудничества между поколениями башкирского рода Табын, консолидации наиболее активной части молодежи, формирования родоэтнической идентификации и активной жизненной позиции у молодежи. На Табын-фесте была представлена образовательная программа, прошли спортивные состязания, выставки, презентации изделий народных промыслов. Делегация под руководством председателя общества Табын Кармаскалинского района Фаргата Кутлубаева приняла активное участие в мероприятии. Была установлена оформленная в этническом стиле юрта, продемонстрированная выставка народно-прикладного искусства. А волейбольная команда района по итогам всех игр заняла почетное третье место. Миграция, гражданство, паспортизация. Миграционные процессы в России и за ее пределами зародились практически одновременно с появлением на свет человека. Документы являются неотъемлемой частью жизни каждого человека в обществе. О том, в какие часы работает отделение, какие услуги оказывает, вам расскажет начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Кармаскалинскому району Гузель Шинова. Уважаемые кармаскалинцы, отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Кармаскалинскому району хочет вас проинформировать о графике работы нашего отделения. Наше отделение работает по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницу. Часы приема с 9:00 до 12:30, с 14:00 до 18:00. Перерыв с 12:30 до 14:00. Также хотелось бы проинформировать вас о часах наиболее благоприятных для вашего посещения. Это с 11:30 до 12:30, а также с 16:30 до 18:00. Мы всегда рады вам помочь в решении ваших проблем. Вы можете также предварительно записаться по телефону на получение услуг, а также консультации. Это телефоны 2 14 26 2 11 45. Преимущество предоставления получения государственных услуг вам предоставляет государственный сайт госуслуги.
Подать заявление можете в любое время, удобное для вас. Также преимущество вам предоставляет данная услуга. При оплате госпошлины это 30% скидка при оплате госпошлины, а также удобство не стоять в очереди, получить услугу, прийти в назначенное время, удобное для вас. Услуги предоставляем различные. Это и регистрационный учет граждан по месту жительства, по месту пребывания, и снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющей личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Мы рады вам всегда помочь. В селе Кармаскалы активно ведутся работы по благоустройству общественных территорий села Кармаскалы. Согласно муниципальной программе о формировании современной городской среды сельского поселения Кармаскалинский сельский совет на 2018-2022 годы в районе бульвара Молодежи по адресу село Кармаскалы, улица 50 лет Победы, 22Б начались работы на территории парка молодежи. Работы будут проводиться в два этапа. 2019 год – это первый этап. У нас в районе, как и в целом по республике, стартовала программа «Городская среда. Благоустройство общественной территории». Программа она реализуется 46 лет. Мы включили программу благоустройства парк молодежный на бульвар молодежи, а точнее перекресток 50 лет Победы и бульвар молодежи. Основные виды работы – это устройство тротуарных дорожек со скамейками и светильниками. Это пока первый этап. Вторым этапом мы планируем на следующий год уже закончить эти площадки, волейбольную площадку и как в форме театральной сцены со зрительными скамейками будет площадка детская, так скажем, где дети могут провести свободное время, показать свои таланты, возможности на сцене. И плюс будет малая парковая зона, это современными такими архитектурными решениями, так скажу, скамейки дугообразные, светильники тоже. Это пока в проекте, но я думаю, что тоже реализуем. Плюс параллельно у нас ведутся работы по этой линии. Это благоустройство парка Аккуль. Но это не по этой программе, это у нас на средства спонсоров. Татнефть. Наш земляк Рафаэль Саидович спонсирует эту работу. Тоже, я думаю, 10 августа мы ее запустим уже. В информационном центре среди подписчиков районной газеты «Кармаскалинская новь» Узени Даира прошел розыгрыш главного приза телевизора, представленного спонсором, поэтом, песенником, нашим земляком Рамилем Чурагуловым. Розыгрыш призов проходил среди тех подписчиков, кто подписался на целый год. На этот раз повезло жителю деревни Константиновка Николаю Ипполитову. Он является постоянным подписчиком газеты «Кармаскалинская новь». А сборники стихов поэта с автографом Рамиля Чурагулова достанутся подписчикам газеты «Даира». Главным призом подписной кампании 2020 станет путевка в санаторий «Радуга». Центр занятости по Кармаскалинскому району приглашает 22 июля посетить ярмарку вакансий. Предприятия всех видов экономической деятельности и форм собственности с участием работодателей. На ярмарке будут предложены вакансии: администратор, водитель автомобиля, директор, кондуктор, контролер, мастер строительных и монтажных работ, менеджер, преподаватель, плотник, продавец, тракторист, электрогазосварщик, электрик и другие. Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости. Предоставлена возможность пройти компьютерную диагностику профессиональных наклонностей, получить консультацию по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости. Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий. Работодателям по вопросам участия в ярмарке вакансий обращаться по телефону 8 347 65 2 23 63. Место проведения – село Кармаскалы, улица Кирова, 40. Время проведения с 9 до 12 часов дня. Дополнительную информацию гражданам можно получить по телефону 8 347 65 2 23 63. Все услуги оказываются бесплатно. Такими были новости уходящей недели. Не забывайте следить за событиями района, а также делиться информацией и новостями на Кармаскалы ТВ.